Слово предоставляется народному депутату Иванову, подготовиться народному депутату Емельянову. Передо мной два проекта одного и того же закона. Первый вариант назывался «Об общих началах руководства экономикой и социальной сферой в союзных республиках». И он не выдерживал никакой критики, фактически утверждал тот же административно-командный метод, игнорировал суверенные права автономных республик на самоуправление. Тот проект закона встретил, как и положено, активный и дружный отпор со стороны народных депутатов, представляющих автономные образования. Новый проект закона значительно изменился от первого варианта. Хорошо, что учтены предложения народных депутатов, в том числе и мое предложение, которое высказано во время работы второй сессии. И во всех статьях закона четко определены права и автономных республик, автономных образований в соответствии с названием закона. Важнейшим достижением настоящего законопроекта является, безусловно, предоставление экономической самостоятельности автономным образованиям. Сама идея гуманности подсказывает об уравнении права автономных образований с правами союзных республик в социальной и экономической областях. Настоящий законопроект развязывает руки автономным образованиям, дает простор инициативе и самоуправлению. И от этого, товарищи, нельзя остерегаться, выиграют и все, и союзные республики, и автономные образования, и в конечном итоге наш союз. Но, на мой взгляд, логичнее было бы сначала определить компетенцию союзных автономных республик, поскольку мы сейчас ведем речь о децентрализации и демонополизации. И, исходя из этого, определить компетенцию нашего союза. Следовательно, статьи номер 1 и статьи номер 2 надо бы менять местами. Но это, значит, мое собственное суждение, и в конце предлагаю проект закона одобрить. Слово предоставляется